Дамы и господа, сегодня в торжественной обстановке объявляются победители по различным номинациям в ежегодной кинематографической премии Института экономики, финансов и бизнеса «Алтын Кадр». Любимые нами советские и российские фильмы по достоинству оценены различными кинематографическими премиями и наградами. Мы не сомневаемся, что студенты нашего института также стали бы номинантами престижных премий, если бы им выпала честь участвовать в этих фильмах. В этой связи Институт экономики, финансов и бизнеса учредил собственную кинематографическую премию. И сегодня вы станете свидетелями вручения наград наиболее выдающимся, не побоюсь этого слова, студентам, которые представят достопочтенной публике собственную музыкальную интерпретацию уже ставших популярными российских фильмов. Справедливость наших решений оценит многоуважаемое жюри, а высокая честь объявлять номинантов выпала нам. Анастасия. Максим. Церемония вручения ежегодной кинематографической премии «Алтын Кадр» объявляем открытой! Уважаемая публика, перед началом церемонии мы бы хотели ознакомить вас с основными правилами премии. Каждый из конкурсантов уже является победителем своей номинации. Однако они еще не знают, какой из объявленных призов достанется именно им. Но мы объявляем первую номинацию. Номинация за лучшее танцевальное сопровождение. В ней представлены кубинский танец из кинофильма «Моя морячка» и танец из кинофильма «Цыган». Смотрим.
Признание в этой номинации являются годовой абонемент в солярий «Розовый фламинго» и билеты на матч с участием ФК Уфа в российской премьер-лиге. А для оглашения призов просим пройти на эту сцену выдающегося задолжника Института экономики, финансов и бизнеса, трижды номинировано в приказ на отчисление, имеющего на сегодняшний день 28 долгов. Михайло Неломоносов. Кувинкам футбол, цыганам солярий, чё? И почему наши слайды доверили оформлять именно Норику? Он в одном слове по 3 ошибки делает. Поэтому он наш самый выдающийся прогульщик института. Ну что ж, а мы продолжаем. Дорогие друзья, мы хотим объявить номинацию в нашей сегодняшней премии. А пока мы ее не объявили, я хочу задать вам вопрос, Анастасия. Как часто вам признаются в любви? Ну, не знаю. Хотелось бы и почаще. Ну, тогда эту номинацию должны точно объявить вы. В номинации «Увезу тебя я в тундру» представлены чукотский танец из кинофильма «Белый ягель» и песня «Вечная любовь».
Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже она в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй. И все тянется давно, я уйти не мог, прощаясь навсегда. Но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь, и дам я клятву вновь. Вечная любовь, вся выпита до дна, и путь один сквозь ад ведет она, минуя мрак и туман, туман, обман. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова твои и слезы наконец, приют для всех уже пройденных утех. Зорька расцветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но живет потом, и все вернет блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, живут, чтобы любить до слепоты и до последних дней. Одна лишь ты, жизнь любя, одну тебя навсегда.
что ж, большое спасибо нашим участникам. А призы в этой номинации следующие. Билет Уфа-Магадан в один конец. И книга Романа Абрамовича «Гадом буду, Чукотку не забуду». И для оглашения призов мы просим подняться на эту сцену заслуженного тренера по керлингу Доздроперму Виссарионовну. Вообще-то раньше я была уборщицей в Институте экономики, финансов и бизнеса. Но они там все какие-то скользкие. Поэтому я ушла в этот, как его... Керлинг. Да, спасибо, внучек. А читать я умею. Итак, девочки с Чукотки получают книгу Абрамовича «Гадом буду, Чукотку не забуду», а приятный и импозантный молодой человек билет до Магадана. Большое спасибо, Доздроперма Виссарионовна. Да, будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, лучше вы к нам. Ну что ж, Максим, мы дошли до моей любимой номинации. И я не сомневаюсь, что это лучший мужчина института. Ахунов, что ли? Среди студентов. Ну что ж, тогда в номинации «Лучший мужчина института» представлены монолог из кинофильма «12» и попурри из советских и российских фильмов в исполнении этно-рок-группы нашего института. Странно, почему в эту номинацию не попал я? Вот, Максим, это я постаралась. Не хочу, чтобы на тебя всякие там девчонки засматривались. Ох уж это тупая женская ревность. Тупая женская ревность. Как я не понял это с самого начала. Я с сыном живу. Ему сейчас 20 лет, а тогда 6 лет было. Тогда от меня ушла жена. Сбежал с ним, бросил и бросила. Пацан, конечно, переживал, но я объяснил ему, что мама просто уехала. Моя мать за ним присматривала. Я в то время на тачку пересел, бомбил во все. О семье даже как-то не думал. Ну, а тут как-то раз села одна. Разговорились, так, слово за слово. Так, вроде не красавица. Ну, в общем, пару раз забрал ее с работы, и стала она с нами жить. Мне от нее много не надо было, там, пожрать, постирать, пацана в школу. Да и она вроде как к нему с лаской. Коля Николаша. Убей. Не помню, как все это началось. Стала она мне про мальчика моего рассказывать. Ну, то не то сделал, там набедокурил. Я его зову к себе, спрашиваю, было? Он так смотрит на меня, улыбается и говорит, было, папа. Только глаза прячет. Ну, наказывал я его там. Жена как-то достала, вот, ну, не помню, прям что такое про него рассказал, ну, прям достала, прям планкой, прям бабах, прям пелена на глазах, я подрываюсь в спальню ночью к нему, сволакиваю его с кровати и кулаком его, кулаком. У него лицо в крови, а она молчит. В общем, как-то жестко все пошло. А мальчик мой, он как будто и ждал этого всего. Он уже не плакал, вот только моргает часто-часто и улыбается. И самое главное, не плачет. Я его бью, у него лицо в крови. А он моргает и улыбается. Что-то ночью меня разбудило, не помню. Слышу, вода в ванной льется, захожу. А он там просто не стирает. Обмочился, в общем, во сне пацан. Просто не так к груди прижал, в уголок так забился. И смотрит на меня так, моргает так часто-часто и улыбается. Домой прихожу, а он уже как будто виноват передо мной. Смотрит на меня, и улыбка вот эта вот. И вроде же я прав, но в душе как-то, как будто кто-то палачом над собственным сыном назначен. Ну и тут родила она, тоже пацана. Года 4 ему было, что ли. На школе
понял, что на моих глазах ему так легонько так подзатыльника, и она бабах. Бог уберег, я чуть-чуть отслонился и утек в стену. Я, значит, своего луплю, а как ее тронул, так она меня чуть не убила. Ну, уехала она с малым к родственникам в деревню. У меня ночной вызов, я уже от дома отъехал, прям как крутануло. Прям за шиворот-то взял. Я разворачиваюсь домой, вижу в окнах свет. Забегаю туда-сюда, нигде нет его, 3 часа ночи. Слышу, шорох в шкафу. Открываю. А там в шкафу он сидит, смотрит на меня, моргает так и улыбается. Я вот так понял, прижал к себе так. Он смотрит на меня, моргает, часто-часто и улыбается. И руку так за спину прячет. Я говорю, сынок, что там? Руку так беру его. А там петля из моего ремня. Не знаю, что там было на моем лице. Так он так прижался, обнял меня так и шепотом. Папа, не надо. Папа, не надо. И вот без конца вот этого. Не надо, папа, не надо. Тупая женская ревность.
Большое спасибо нашим номинантам. Давайте поаплодируем еще раз. Ну а призы в этой номинации следующие. Ужин в ресторане на двоих с начальником управления по воспитательной работе Парфеновой Светланой Рафатовной. И второй приз – завтрак у Тиффани. Для вручения призов в этой номинации мы приглашаем Ким Кардашьян. Под ваши аплодисменты. Yes, Kim, I absolutely agree with you. It's one of the best award. Schweine, was ist das, mein Führer? Иптештер – это алтын кадр, а не Оскар. Блин! Ужин со Светланой Рафатовной Парфеновой достается Марату Янбекову, а остальным завтрак у Тиффани. Большое спасибо, Ким. Анастасия. Молодой человек, а вы куда? Так я на ужин со Светланой Рафатовной. Так он же после концерта. А, после? Да, пройдемте пока интервью у вас, что ли, возьмем. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Да как вы смеете? Смею, дорогая, смею. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный. Чего ж время зря терять? Полночь жду. Ну как, придете? И не посмею, а я еще мужу пожалуюсь. Он вас исключит. А кто у нас муж? Директор института. Предупреждать надо. Был неправ. Вспылил. Исправлюсь. Максим, а мы вообще-то продолжаем объявлять наших следующих номинантов. Ну хорошо, давайте продолжим. На мой взгляд, следующая номинация очень интересна. Она называется «Прогнись по полной». И в этой номинации представлены еврейский танец и акробатическое шоу. Анастасия, как вы считаете, почему у русских национальность детей определяется по отцу, а у евреев по матери? Максим, потому что только женщина знает, кем являлись отцы ее детей по национальности.
Ну что ж, спасибо нашим участникам. А следующие номинации призы таковы. И призами в этой номинации являются по условиям договора с еврейской стороной в этой номинации призы оглашаться не будут. Вы только когда плазму грузить будете аккуратнее, а то только подарили, уже разобьется. Спасибо. Ну а мы продолжаем нашу церемонию, и на очереди любимая номинация Максима «Женская роль». Скажи, у тебя, наверное, много поклонниц, ведь ты такой импозантный. Знаешь, я не люблю, когда девушки мне делают комплименты, потому что они всегда с подвохом. Например, когда мне девушка говорит: «Максим, ты самый лучший», и я ненароком начинаю думать, сколько у нее было этих всех. Ну, Максим, ты не прав. Может быть. Ну, а в номинации «Лучшая женская роль» представлены песня из кинофильма «Битва за Севастополь» и танго из кинофильма «Запах женщины». Смотрим. Песен еще не написаны, сколько, скажи, ушко, тропу. В городе лежать или на бусинках, камнем лежать или гореть свистой, свистой. Солнце мое меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Ласковый рассвет встречаешь. Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Голову на плечи терпеливые. Подплеть, подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак.
А призами в этой замечательной номинации являются ужин на двоих в ресторане с ректором Башкирского государственного университета Морозкиным Николаем Даниловичем и мастер-класс по бальным танцам от директора Института экономики и финансового бизнеса Ахунова Рустема Ринатовича. А для вручения призов приглашается один из победителей в номинации «Лучший мужчина института» Марат Янбека. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня. Я очень долго шел к ужину со Светланой Рафатовной. В предвкушении него я хочу сказать, что... Марат, ты вышел огласить призыв. Да, точно. Кукушка получает ужин в ресторане с ректором, а ребята мастер-класс по бальным танцам от самого Рустема Ринатовича. Максим, а почему ты не спрашиваешь, где Анастасия? Так она была где-то здесь. Ты что, не знаешь? Она за кулисами, ей стало плохо. Беги, я тебя подменю, беги, милок. Ну а теперь, когда на сцене остались только профессионалы, вы, дорогие зрители, можете вдоволь насладиться мной. Проблема. О, Анастасия, какая у тебя горжетка. Горжетка – это мексиканский тушканчик, блеск. Нет, Анастасия, тебя обманули. Это лучше. Это баймакский суслик. Ну а я продолжаю церемонию вручения ежегодной кинематографической премии Института экономики, финансов и бизнеса «Алтын кадр». И в номинации «Выжившие в корпоративах» представлены купури из советских и российских фильмов и песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, был рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг, как сказка скрипнула, столько лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой. Столько лет я плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не была. Лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой. Столько лет я плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой, ради этой встречи с тобой. Столько лет я плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Спасибо. Даже если вам немного за 30,
участие в предвыборной кампании Жириновского, а также выступление на корпоративе украинской компании «Газпром». Дорогие друзья, как вы успели заметить, призы в этой номинации очень серьезные, и вручать их должен не менее серьезный человек. Встречайте, Никита Сергеевич Михалков! Здравствуйте, дорогие друзья! Замечательная церемония. Перейдем к призам. Прекрасные девушки у нас получают участие в предвыборной кампании Жириновского. Ну, вот этот замечательный молодой человек получает участие на корпоративе компании «Газпром». А где, собственно, этот замечательный молодой человек, а? Ах, ладно, Максим, я понял. Ты хочешь вернуться на сцену. Ну что ж, поработаем вдвоем. Ну, давай попробуем. Двое мужчин ведущих. Прямо как на вручении Оскара. Знаешь, Максим, в Америке двое мужчин могут быть не только ведущими. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот эти женщины оборзели прям. Вот надо как в домострой. Я даже вот вывески из старых книг нашел. Вот слушай, если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Ну а мы продолжаем. И в следующей номинации представлены самые лучшие девушки нашего института. Поэтому номинации так и называется. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. В ней представлены белорусский танец и квартет вокалисток. А призы для номинантов заранее распределены, поскольку батька Лукашенко специально для белорусского танца прислал спецприз. Ну, а, соответственно, девочки из квартета получат книгу «Как приручить мужчину в домашних условиях». Смотрим.
ждете, мы везде найдем друзей на целине далекой. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей на целине далекой. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей. То поднимаясь в гору, то опускаясь в труда, лежит дорога наша и не видно ей конца, и нам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца, и нам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. Рано на рассвете и после трудной смены веселые забеги в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Что ж, селянка, селянка, хочешь большой, но чистой любви? А кто же ее не хочет? Тогда как стемнеет, приходи к сеновалу. Придешь? Чего ж не прийти? Приду. Она не одна придет. Она с ректором Морозкиным придет. Так. Подожди, а зачем нам ректор? Нам ректор не нужен? Дядя ректор мне за место отца. Вы же, сударь, мне предложение делать будете. Он нас благословит. О, девушка моя свободная. Не мешать, не видел, лишь концерт идут. О. Ну а мы переходим к следующей номинации. Мы представляем вам номинацию ежегодной церемонии «Алтын Кадар. Старый конь борозды не испортит». В этой номинации представлены. Представлен. 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 Потому что в ней участвует только один человек. А почему только один? Потому что к своей борозде он никого не подпустил. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Без лжи красивых фраз. Это облака и гроз. Лепестками белых роз. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоей, божественных волос, восхищаюсь я, ты мне всего дороже, что у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз.
камень белый гроб, я наш ложа застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз это облако из роз. Через камень белый гроб я нас ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю, я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Максим, а в этой номинации какой приз был? Ну, сейчас выйдет наш спонсор и сам все расскажет. Генеральный директор тату-салона «Золотые купола» Бутырская Жанна. Встречайте! Для нашего салона большая честь быть вашим спонсором и набивать тату таким талантливым студентам. Ну а пока, Марат, вы можете пройти за сцену, где вам и набьют ваш приз. Рустем Ринатович, ваша запись завтра в 3:30, как договаривались. Марат, мне кажется, самое время позвать нашу соведущую Анастасию. Ты так думаешь? Несомненно, поскольку ближе к концу церемонии остаются самые важные номинации. Ну да, Настя же самая серьезная и важная девушка в институте. Мальчики, я уже здесь. О, Настя, за время своего отсутствия ты явно набралась опыта. Ну а в номинации «Жить хорошо», а хорошо жить еще лучше представлены чирлидеры, мушкетеры и Рокфеллеры. Ничего не поняли.
И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибем, мерси боку. Нужны Парижу деньги, селяки. И рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси Богу. А где же наш Д'Артаньян? Он, наверное, защищает отечество. Да нет, ну он, наверное, знакомится с очередной барышней, ну. А вот же наш Д'Артаньян! Эй! Д'Артаньян, мы тебя ждали! Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибем, мерси Богу. Судьбе не расшибнем. Судьбе не расшибнем. Не расшибьем! Мерси боку! Мерси Богу! Ну вот, и подошла к концу наша ежегодная церемония вручения кинематографических премий Института экономики, финансов и бизнеса. Сегодня наши студенты прожили жизнь целых поколений через призму российского кино. Каждый из нас является главным героем собственного фильма под названием «Жизнь». Только жизнь, в отличие от кино, не состоит из номинаций и не движется строго по сценарию. В ней имеется место и драме, и комедии. Но в любом случае, это очень интересное кино. Да, потому что кино — это жизнь. Но жизнь все-таки больше, чем кино. В каждой кинематографической премии присутствует номинация «Честь и достоинство». Присуждается она за особый вклад в развитие кинематографического искусства. И в нашей премии представлена номинация за особый вклад в развитие студенческой весны Института экономики, финансов и бизнеса. В этой номинации представлены выпускники 1996 года, 2000 года, 2002 года, 2012 года 2013 года, 2014 года и 2015 года.
Приходит день, приходит час, и хочется знать, что будет завтра через год. С тобой, со мной, как обойти печаль невзгод, и как не упасть, как отряхнуть с души, бросить тень, ныне прошлый день, надеюсь на чистый. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир и станет прекрасным все для нас. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир и станет прекрасным все для нас. Ну и напоследок. Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, споем. Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью вселенной. Эй, эконом! Счетчик красивый, похожий на пульс, прямо по двор и налево. Звезды, следы трассирующих пуль, тоже являются частью вселенной. Черствый коньяк разбавленных лет, сжатый нервно колен.
директор Института экономики, финансов и бизнеса Ахунов Рустем Ринатович. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые студенты, уважаемые члены жюри, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы искренне от всей души сказать большое спасибо вам, ребята, за этот праздник, который вы снова предоставили. Спасибо вам. Спасибо за то, что заставляете гордиться институтом, за то, что прославляете наш институт, за то, что приходят выпускники и поем вместе песни. Спасибо вам, ребята. Для нас сегодня большая премьера, большая кинопремьера. Мы к этой премьере шли ровно 1 год. Эта премьера была с эмоциями, эта премьера была со страстями. Вы знаете, мы 3 года подряд занимали 1-е место в студенческой весне, и в прошлом году мы добились своего. Мы взяли гран-при студенческой весны. Когда мы взяли гран-при, я понял одно, что следующий шаг еще тяжелее, что следующая победа еще тяжелее, и это победа, которая должна сделать что-то большее. На нас смотрят, и за нами большая ответственность за то, что мы покажем. И я убежден, что эта премьера сегодня удалась, и я могу с гордостью сказать, что институт наш лучший. Нам удалось несколько поэкспериментировать, например, кубинский танец. Я не знаю, где были кавказцы в зале, почему они не вышли на сцену. Кстати, говорят, что в кавказских кинотеатрах разрешено для усиления 3D-эффектов стрелять по потолку и после любовных сцен курить в постель. Ребят, я сегодня всем разрешаю стрелять в потолок. Но при этом вы знаете, что заместитель директора по воспитательной работе Венера Нажиповна будет всегда рядом. Еще раз спасибо вам, спасибо за этот праздник, а я хотел бы по традиции сделать 2 вещи, но мы несколько скорректировали эту традицию в этом году. Мы не будем отмечать лучших студентов, тех, кто покидает институт. Я уверен, что мы это сделаем на нашем выпускном. Благо, что институт в этом году имеет 37 бюджетных мест в магистратуру. И уверен, что самые достойные наши актеры сегодняшнего кино будут зачислены в магистратуру на бюджетной основе. А вот вторую традицию я не хотел бы изменять. Я хотел бы пригласить на эту сцену человека, который ведет нас к победам, человека, который организует нас, человека, который заставляет зал вздрагивать, заставляет гордиться нашим институтом. Я хотел бы пригласить на эту сцену Муратову Венеру Нажиповну. Что она не любит цветы, но этой традиции я не стала изменять. Это снова цветы. Спасибо вам, меня даже. Спасибо всем. Приходите к нам каждый год. Мы вас любим, а то, что вы нас не любите. А в том, что вы нас любите, мы не сомневаемся. Спасибо за полный зал. Спасибо.
кинематографическая премия «Алтын Кадр», Институт экономики, финансов и бизнеса. Мы вас ждем!